Bizim adetlerimiz devam ete. Hürmetli seyirciler, multfilmni seyretkenden soň biz daha bir kere bu studiyada misafirlerini kabul etmege hazırmız. Bugün mevzu pek meraklı. Asıl cuma günü öyle pek meraklı mevzular bugün açıklana. Bizim studiyamızda birinci misafirimiz nikahlar hakkında ayetdi, ikinci misafirimiz fesler hakkında. Üçüncü misafirimiz neler bizge getirdi bu studiyaga? Keliniz beraberlikte öğreneyik. Bu subetke davetlisiniz. Elbette bizim yaşlarımız o sıraga ketmege tırışalar ve onların işleri bizim böyle neticeli işlerinin göstergecidir. Ve şu sebetten biz bizim stüdyamızga böyle acayip yaş insanını ve yaş iş adamını teklif ettik. Bu insan Selim Sufyanov. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Салям алейкум. Как началось сегодня утро, Селим Бей? Как обычно, проснулись с утра, поехали на работу, выпускать маршрутки в город. Машаллах. То есть ваша работа связана непосредственно с людьми. Наша работа связана непосредственно с доставкой людей на работу, в учебные заведения. Куда им необходимо, туда и отвозим. А маршрутные автобусы, это определенный какой-то маршрут? Какой-то конкретный маршрут номер 62. 62. Пневматика загородный. Правильно. Интересно. Москальцо, Свобода, нет? Да, нет, Свобода не заезжает. Ну, через Бородина, через Москальцо, ЖД вокзал. Интересный такой маршрут. А вообще, как давно этим занимаетесь? Вообще возглавил предприятие с конца 2015 года. И вот до сегодняшнего дня работаю там генеральным директором. Машаллах. Интересно. В столь А юном по возрасте. образованию вы кто? если Ох, не по секрет? образованию я экономист-бухгалтер, это по первому образованию, и по второму образованию я юрист, Ага, два образования вы получали одновременно. естественно. Машаллах. Да, талантливый человек, талантлив во всем. Когда вообще все началось, вот ваши первые шаги, да, вот на пути к своей цели, на пути к своей работе, должности? Все началось еще когда я поступил на первый курс университета, Крымского инженерно-педагогического университета, на факультет экономики, специальность бухгалтерский учет. Вот. После этого одновременно пришлось поступить на юридический факультет Одесской академии, которая на данный момент уже является Академией прокуратуры Российской Федерации. Вот. И с того момента постепенно, учась, получая новую информацию, новые знания, конечно же, пришел к тому, что стал генеральным директором транспортного предприятия. Интересно. Интересно. Вот скажите, пожалуйста, сколько у вас маршрутов и скольки они начинают свою работу? Маршрутов. У меня предприятие выполняет один городской маршрут и еще 5 маршрутов по межгороду. Вот. Ну, всего около 20 машин в день выпускаем на линию ежедневно. А скольки? Со скольки? Ну, вообще выпуск производится 62-я маршрутка. с 5 утра все С начинается. 5 утра. Да. И до скольки вечера там? Заезжают они, так как большинство людей просят, чтобы у администрации города, чтобы маршрутки ездили часов до 9, ну, наш маршрут ездит часов до 10, до 11 по возможности. А вообще, вот зачастую многие люди говорят, что лучше было бы, если бы маршрутки ездили дольше и позже как бы они были, потому что вечером тоже иногда мы знаем, что люди есть, которые гуляют и все прочее. Вот ваши маршруты планируют ли, или вы придерживаетесь того мнения, что маршрутка должна позже ездить? Я, естественно, придерживаюсь этому мнению. Вот. Стараемся как можно дольше оставлять маршруты на линии, но все равно, понятное дело, машины сами не ездят, за рулем сидят водители, которые тоже должны отдыхать, и есть определенные нормы рабочего времени, которые мы должны также соблюдать и учитывать. Как мы знаем, вы недавно участвовали в конкурсе молодых бизнесменов. Как участник, что приобрели? На самом деле это мой первый конкурс, как в таком конкурсе. Вот. И, ну, на самом деле было очень интересно. Была, ну, хорошая организация, фонд поддержки предпринимателей вместе с Министерством экономического развития
Крыма, организовали этот конкурс, это региональный конкурс. Победители поедут в Москву представлять Республику Крым. Интересно. Так вы едете или нет? Я, к сожалению, не еду. Победили другие предприятия. Вот, А в дальнейшем планируете ли участвовать в подобного рода конкурсах? естественно, на самом деле это первый такой опыт, который показал, что надо себя проявлять, надо показывать, надо улучшаться. Вот. Чем занимаетесь в свободное время? Есть ли оно у вас? Свободное время, конечно, занимаюсь и спортом, стараюсь заниматься, встречаюсь, конечно, со своими друзьями, вот, общаемся. Когда-то давно было такое время, когда было больше времени, сейчас его намного меньше, вот, но все же пытаемся как-то расслабляться. Интересно. Как мы знаем, вы участвовали в КВН во время студенчества. Можете рассказать самые яркие ваши истории жизненной? Ох, на самом деле студенческая жизнь очень интересная. И, как вы сказали, правильно участвовал и в КВН, и параллельно еще и закончил военную кафедру в нашем Крымском инженерно-педагогическом университете. Было очень много интересных моментов и в КВН. Вот, КВН дал очень много, показал себя, каким можно быть, как надо правильно разговаривать, правильно мыслить. Вот. Также закончил, ну, как я сказал, военную кафедру. На месяц нас отправляли в Севастополь, на военную базу, где мы 30 дней прожили, как настоящие солдаты. Вот. Ага. А отношение было такое же, как к настоящим солдатам? Естественно, нет. Вас там любили и лелеяли, да, значит? Ну, не прям так, что любили и лелеяли. Относились к нам лояльно, можно так сказать. Ну, тогда давайте вот немножко такой каверзный вопрос. Все-таки не первая же работа, да, должность генерального директора. А что было до этого? Ох, и до Что вы этого... попробовали в этой жизни? Какой у вас опыт именно работы? Именно работы до этого пробовал, занимались и оптовой торговлей, продуктами питания. Потом также на данный момент еще являюсь директором микрофинансовой организации, которая занимается микрофинансированием, то есть это мелкие кредиты, можно так сказать, быстрые займы. Вот. А ваши дальнейшие планы? Чем хотите еще заниматься? Для начала надо развивать транспорт, инфраструктуру транспорта в Республике Крым, надо улучшать пассажирские перевозки. Вот это ближайшие планы, а дальше уже посмотрим, будем искать, может, что-то новое, привлекать сюда, в Крым, что-то более интересное, развивать, придумать что-то свое. Жители Крыма жалуются, что у нас тарифы 13 рублей. Почему 13 рублей? Может, ожидают еще повышения? Честно говоря, 13 рублей эту цену устанавливает не перевозчик, а устанавливает, если не ошибаюсь, то Министерство... Транспорта? Нет, не Министерство транспорта, а Министерство цен и тарифов. Ага. Или Есть это не такое, да, министерство, а управление, ну вот какая-то такая вот А организация. водители довольны? Водители, ну как сказать, вообще водители довольны, они работают, но все равно это довольно-таки очень трудный вид заработка. Ну да, а есть... Ездить и отдавать все Да. там мелочи, считать и вместе все контролировать. На самом деле очень много, да, все Да. видели в интернете, сколько видео, фотографий. Нет, мы Да, ездим это каждый на самом день. деле Как бы на самом деле это заметно. Нет, ну мы знаем то, что как бы и работа водителя, она сложна. Ведь весь день, как бы каждый день это какой-то новый стресс, потому что есть и нормальные пассажиры, а есть и неадекватные, да, то есть ни для кого не секрет. Вот тогда такой вот юмористический вопрос, наверное. А есть все-таки человек, который вот проводит работу с водителями и разговаривает, вот, успокаивает, может быть, или объясняет, как работать с клиентами правильно? Естественно, этим занимаюсь я. Ага. И еще мой заместитель, с которым мы вместе проводим
работу с водителями, объясняем им, что да, надо в какие-то моменты надо отпустить ситуацию, надо спокойно работать, потому что нервные клетки, как говорят, не восстанавливаются. Вот, мы это объясняем, конечно, рассказываем, что не надо на этом заострять свое внимание, спокойно работать. А родители поддерживают ли вас? Естественно, Да. это, благодаря им, можно сказать, что это все и происходит. Благодаря им я и учился, благодаря им я вырос, они дали мне воспитание, дали возможность работать. Вот. Большое им за это спасибо. В завершении сегодняшней беседы мы бы хотели, чтобы вы нам, даже неправильно, нам не надо, надо нашим телезрителям чего-нибудь пожелать. Пожелаю вам хороших маршруток. Не нервных водителей. Комфортных маршрутов, новых маршрутов, автобусов, новых хороших водителей, которые будут к вам хорошо относиться. И, конечно же, доброго утра всем, кто проснулся. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Biz de sizge böyle muvaffakiyetler dileymiz ve işlerinizde erişmege el vakit Allah yardımcı olsun. Çok sağ olunuz kelgeniniz için. Sağ olun. Урметлі сейірчілер, яйнымыз девам etmekte, бізде өгде ең мерақлысы, ве біз бір қачда оле мерақлы вақияларына айтмаға істер едік. Бізде оле доған күнлер де бар еді, ама оларны не үшіндір біз айтмадық. Мисаллара, бүгін 1974 сенесі ноябрь 11-де Леонардо Ди Каприо, америкалы актер, продюсер ве Оскар мүкафатының қазанған бір оле адам өз доған күні қайды те. Оны қайырлаймыз. Бұндан қайыры актерлар мезусыны девам етсек, 1962 сенесі америкалы киноактриса Деми Мур doğdu. Ve ondan gayrı 1944 senesi Türkiye'de belli olgan aktör Kemal Sunal dünyaya geldi. Ben bellisem böyle hepiniz Türk seriallarını bakasınız ve ondan da görmek mümkün. O seriallarda daha çok icra etmiyor. O öyle komik filmlerde icra eteydi, hürmetli seyirciler. Kemal Sunal'ın komik filmleri bizim Rusya'da şimdi öyle Gayday'ın komedyalarına benzer. Çünkü o anda öyle halk aktörü. Biz ise devam etemiz. Devam etemiz aziz teleseyirciler. Elbette bizni ögde en yaxşı şeyler bekle. Elbette bugün Cuma günü hepimiz böyle vatandaşlarımız, oğlanlarımız Cuma namazlarına baralar. Biz ise kadın kızlar evde onlarını sıcak kahveмен karşılamağa tırışamız ve Cuma Müslüman halkına bu büyük bayram deyip sayam. Çünkü bu temizlik elbette ibret bayramıdır ve elbette Millet Telekanalının Sabah programmasının takımında Rahim Hoca sizin suallerinize cevap verecek. Buyurunuz.